Do you like what you see? Подбежала, села рядом у ног и сказала: Do you like what you see? мальчик хочет Some dick. ты знаешь, чики-чики-чики-чики. Шалом, бродяги, лобеда всех, Вячеслав на месте. Подкам, если я правильно прочитал, здорово. А у меня каждый день стримы по Москве в 8 утра до 11:30 и в 17:00 до 9, блять. Так что терпим меня и мир танков. Я здесь, fuck you, Лужуркат, Серега, здорово. Всем здрасте, мужички и бочки. Значит так, поскольку вышел трейд-ин, нужно прояснить некоторую ситуацию с тем, на чем же здесь играть. Точнее, на что же менять. Всякие ебланские танки, типа Торнвагенов, например. Вот, на мой взгляд, отличный вариант. Так, неправильно, ничего страшного. Ну, извини. Одно здорово. Значит, на мой взгляд, это реально самый нормальный танк. Поскольку там особо ни хера и нету, как обычно, будем честны. Данный аппарат, в принципе, подойдет. Даже не в принципе, на самом деле, очень даже толковый танк, да, например, если мы выберем на что поменять, но, блять. Я вчера делал обзор небольшой, но в целом из вот этого всего заслуживает внимания, возможно, пилотка, да, у которого там пробитие бешеное, которого кое-что переапали. Может быть СТ-2, но я о нем только знаю, что у него башня крепкая. И, блять, все. Ну, если ничего не путаю. Так, М3 здорово, Йопик здорово. Но насколько эта модель заслужит внимания, сейчас мы узнаем. Мы быстренько развиваем вот эти вот нищие оборудки. Давайте мы разделим. Ну ладно, хвостим. Давайте 3-4 разделим. Мусорка это самое. Вот, да. Да, все-таки стабилизатор снять какой-нибудь порозовее. Павка, здорово. Им из 3 МЗ неплохо. Он косорылый, у него родные подколы ебланские пробивают, честно говоря. Он съест ваши нервы к хуям свиным. Это если коротко резюмировать. А вот эта модель действительно неплохая. Сейчас мы с вами, в принципе, в этом и убедимся. Если Вячеслав наконец-то соберет танк. Да. Давайте Леньку разденем. Сак-кок. Так, всех с пятницей, кстати, господа экстремисты танковые. Так, вот она, алкашня, здорово, Владос. Да, я вернулся, еще вчера, кстати. Arms from Днепро, здорово. Cool. Зато скорость полета от тычки, отлично. Ну это да. Канистра, здорово. Тап-вентиль и оборудка на стабу и скорость зашла. Так, а я вчера в поездке был. Я надеюсь, что все идеально прошло. Погнали. У нас родные бубайки шикарно пробивают, шикарно летят, все, что надо. Есть еще кумульки на всякие кабачковые случаи. Единственный минус, я бы сказал, что в корпусе нет брони, но зато есть интересный плюс в виде башни. Мол. Поехали. Да, все год. А я тоже в пьяночке участвовал, по сути, 2 дня. Вчера вышел с крутого пике, и вот я здесь. Дед 3, он прикольный, но из-за того, что он косорылый, блядь, и родные подколы хуй пойми, как летят постоянно, это не будет танк, на котором вы с кайфом будете фармить. Который вас будет, блядь, бесить. Он будет, блядь, вас бесить. Вот эта модель комфортная, у него вообще все есть. Я вам серьезно говорю, без приколов. Скок начислил за пьянку. Но мы, по сути, день бухали с госпожой. По бутылке коньяка на рыло.
Шашлыка где-то больше, чем по килограмму. Вот это лицо. Ну, так вот. Пилотку берите после А получше, так. Вот мы смотрели, да, пилотку, он вроде как прикольненький. Ну, единственное, что без брони, не каждому, конечно, подойдет. В принципе, можем пилотку приобрести на досуге и ее тоже потестим. То есть хорош, а раньше его можно было достать только из даун, но впервые вообще в продажу. И это действительно так. Чатик давайте мы передвинем. Танчик второй, третий. Ну да, ну в этом-то и дело, что танки без брони не каждому подойдут, не каждого реализуют. Зато почти каждый будет на нем подыхать постоянно. А у вас продается украинский алкоголь, водка, коньяк, пиво. Блять, наверное, нет. Я что-то... Ну, вот оболоне тоже фуфло пиво, да. Я вот что-то, может, не обращал внимания, но либо ее нету, либо я просто не обращал внимания. ВЕ там, да, сумасшедший УВН и отличная броня башки. А плюс еще система охлаждения шишки. Плюс система охлаждения шишки. Даже какая ебарака. Борис, здорово. Ебать, блять, ну вот. Где-то левел стоит, он вкидывается в восьмерку. Не оставайся, Сакпо. Не понимаю, вторая арта тоже по мне скинется. Нам бы вообще отсюда свалить, потому что пацаны не вывозят. Этот ранс пацаны не вывозят. Отъезжай, дурак. Ты еще бортом под шкоду. Блять. Ты что, действительно ебанутый? Пиздец, не проблема. Там простатит на Т10, сука. Хуйней занимается, кись в яме все еще сидит. Ебаный рон, блядь. Ну пиздец, блядь. Ну пиздец. Ну в рамках безопасности, конечно же, надо было, наверное, все-таки подсебнуть. Но вот такие пердаки. Да. Поставь, пожалуйста, для бодрости духа Альбину сексу еб. Я врублю. Я правда стал из много некоторых, а скоро ЛФ, не знаем. Да, ЛФ ходит, там фармится хуже, чем в рандоме. Не катайте это дерьмо. Авария, здорово. Весь русский народ ебется в жопу, да. Это действительно так.
Как там дела у пацанов? Давайте проверим. Алкоголиков нах, ни у кого не встает. Мир в шее на лысить. Здравствуйте, вам ебутся в жопу и в рот, а я с качами ебусь с качами, и лишь под качами. Под эту музыку должны юрлицы Леста заходить в КПЗ. Диман, здорово. А я ебаться люблю и пидорасов гоню. Не нужен мне забулки, не нужен мне сам. Ну, катку выиграли, окей. Ебусь с качами, Мне команда, конечно, на горе неубедительно отыграла. кричу я ночами. Я еще до последнего пытался их как-то досейвить, нахуя. Бодрая песня, охуенно. Вообще охуенно. Где здорово? Не нужно мне забулдык. Пиздец, весь русский народ ебется в жопу и в рот. Кто не ебется, тот пьет. Ебучий русский народ. А я с качами ебусь с качами. И лишь под качами кричу я ночами. Блять, ну кроме шуток, на будильник самая охуенная песня. А я с качами ебусь с качами. Кричу я ночами. А я с качами ебусь с качами. И лишь под качами кричу я ночами. Ес, панда, здорово. А что-то минус у него есть, у него пушка херово поднимается. Про это не забывайте. С хачами ебос. Бля, надо свестись трохи. Конфеты, шоколадки, Рошан есть. Но они уходили с рынка точно, когда эта хуета начиналась. А потом вот вернулись ли, я не знаю. Да вы заебали, сука. Ебанешься. У меня еще аптечка не сработала вовремя. Ну заебомба. Ха-ха, сука. Меня поебли артой. Сейчас еще алтеха доберет. Секите. Но это нормально или нет? Кто шарит? Это пиздец вообще. Это просто пиздец. Пацаны еще все позиции отдали. Я с хачами ебусь с хачами. Это просто пиздец. Ошибок в бою 0. Просто, блядь, 0. Меня, да, еще арта, блядь, не выстегивала. Ви-ви-ви. Ну, мощный танк же. Ну, блядь, а я здесь в чем виноват? У меня вот и катки вообще ни в чем не виноват, да и танк тем более тоже. Ладно, я там в борт не попал, деду, окей. Ебля с хачами произошла.
Произошла ебля с хачами. Еба. Хорошо, что бульдога убили, он бы стопудово ко мне приехал сейчас. Мы лишь под хачами. Дуэйнул ночами. И. Вон, хорошо, что на Евро нет таких педотехник. Ну вот, видишь, есть и огнемет, и штурм-арточка, которая меня ебала тоже. Все как у людей. У вас тоже скоро будет, не переживай. Не переживай. Бля, Лехи пиздец там стоят. Ждут уже по погоде. Не нужно мне забалдык. Блять. Пиздец, протокола. Ну как он так проехал? Не вычекивается. Ладно. Огнеметчика под шконку. А я с хачами ебусь с хачами, или под хачами. О, бля, чуть жопу не отобрал старичок. А я с хачами ебусь, без пантера. Туда. Единственное. Ну это на Евро вроде инста левел за новым, да, что-то такое было. Я тебе скажу, что АВГ стоит от Леста на 5-6 патчей, нахуй, да. У вас тоже всю эту хуйню ведут. Будет Саня здорово. Решил, что будешь брать, кроме маус-членов 3D? Нет, не решил. Их вон там перепушило 2 танка, прикиньте. Вот эту всю шайку перепушило 2 танка. Ну, такие дела. У них в составе была ЛТХ. И был Еписюн. По итогу к ним внезапно подъехал АМБТ. У меня второй день турбачей, но в мою пользу. Просто команда все в ноль за пару минут сливается. И так второй день подряд бой. Бля, жестко. Но у меня уже вторая катка тоже неубедительная. Бля, ебаный дед, сука, еще чек. Если бы дед не чекнул, я бы вон там бы терпел, бы все было бы заебись. Но это не считая того, что вот это вот произошло. Арточка, Лёшка выехал в полный рост, пизданул мне. Огнеметчик насувал. И потом арточка, секс, ебля, арточка, туда-сюда. И набрали рандом такой же, плюс-минус. Просто у вас еще больше говна фугасно, да? И это действительно так. У нас, видишь, шторм арточка есть еще. Ну, с одной стороны, по сравнению с обычной артой, тут есть некоторый плюс. Во-первых, шторм арточка не по всей карте хуярит. Если ты видел, что на одном фланге арточка это чекалась, соответственно, на другом этой арты не будет. И это достаточно удобно. Это, во-первых. Во-вторых, у этой арточки хоть и есть броня, но у нее есть еще и хп. Если что, поебать можно, поэтому... Ну, у нее стана нет еще. Еще нету стана, поэтому... Ну, типа, блядь. Возможно, это лучше, чем обычная арта. Возможно. В некоторых ситуациях, по крайней мере. Алексей, здорово, что лучше? АМБТ или тайп лучше? АМБТ косорылый мерзкий.
и на обычных снарядах неприятные абсолютно. Ну, в плане фарма тем более. Константин, здорово. Здорово, пацаны. Здорово, мы терпим второй бой подряд. Но это не важно. Поехали дальше. Я все болею, ребятки, из меня мокрота лезет. Как с гудка Джова слюни. Второй раз ебланская карта и второй раз ебланская респа. Но предыдущая карта была неплохая, но с того респа, с которого я был, она была ебланская. Не, ну это да, но и пробой там ебейший. Я смотрел, как на ней пиздовали по пробите. Я понял. Да, там пробивать можно по бэхами. И хорошенечко можно. Но почему-то эти уебаны на штурм-арточках играют на фугасах. Я не знаю. А еще у топ штурм арточки он очень похож на Дождь 8, но броня у него намного лучше, чем у Дождь 8. Есть такая хуйта. И в бортах он читерский, там наклоны бешеные. Будет гореть очко, когда в него стреляешь. Ну вот, блядь, вся команда вон там. Вот там. Я, блядь, с хачами, пацаны. У меня браузер закрылся. Причем сам. Многое меняется, но не безупречное качество Доместос. Доместос сражается с микробами там, где Под ободком унитаза, пацаны, сражаемся. надеются затеряться. Говнобой, говнобой. Каждая туристка избегает встреч с тобой. Говнобой. Я так навещу, что убирать ты будешь год. Говнобой. Каждая туристка избегает встреч с тобой. Говнобой. У него пушка приятная, пацаны. На нем реально приятно играть. Не знаю, будет сейчас беспредел, да, я с тремя смычками буду сражаться. Не чекается. Понял. Так вот. Блять, но у меня же есть уебище на в этом. Сука. На борщах, да, на всяких. Приехали опять в пароле, сука, все. Заебан. Хорошо, что он промазал, ебан. Так, там еще один ублюдок. Таксофоне насрала. Шотный, блядь, стоит. Где он успел насосаться? I don't know.
Не. Даже вот в этой ебланской ситуации вот спокойно отыграли, никакого don't стресс, просто постреляли хорошенечко и поебали мужиков. Все. Все. Логин Алекс, здорово. На 28, 261.4 ты, наверное, имел в виду. Да, да. Это вот про эту, ну, про 10 уровень я имею в виду. Говно с брони. Да. Как обстановка, как ты в рандоме ебот? Я неплохо. А я неплохо. Ясно. Но рандом, не, рандом дерьмо. Дерьмо. За который бой хуета полная происходит. В рандоме терпежно, ну потому что пятница. В пятницу, пацаны, извините. В пятницу жопу отбирает. Ладно. Где тупырь? Сука, видели, что произошло? Меня еще пушка вниз дернула. На пробыв, ну ладно, засветили за там. Окей. Спасибо за лайки, господа. Мое почтение. Там нарисовали опять ботов на онлайне. На онлайне. А, все, не нарисовали. 44 рисовала просто. Уже не рисует. Ла-ла-лам. Ла-ла-лам. А как-то солнце пропало. Вчера даже дождь был, сука. Это было непотребство полное. Полное. Ви-ви-ви-ви. Я, кстати, как будто бы выспался. Внезапно. Не знаю, с чем это связано, но вот так вот. Ла-ла-ла-ла. Да что это за задача такая уебанская? Вспышка сверхновой. Послушали, хватит. Из 35 6 побед. Но ты тащишь, получается. У меня 3 боя, все терпежные. Но 2 победы есть, по-моему. Так вот. Так вот. Он был весьма говнист. Ну и чё, и чё? Никто не приехал. Ну окей.
Ну, мы здесь подождем. Пиздец. Ну, блять, вот как вот это прочитать? Они всегда нечитаемые. Всегда. Он был весьма говнист. Хорошо. В таксофоне насрала. Ты мой кумир, мой гей-бой. Я хочу тебя опять. Сват, здорово. Я там один бедный дед тянет лямку за всех. Что происходит со мной? Ну-ка сейчас потестим наши ебейшие УВН. О, прикольно. Но опустись, блядь. Это все, что может опуститься. К сожалению, это все. Да. Вот огнемет пошевелить надо, это святое. Таксофоне насрала. Ладно, хоть с ним поехали. Лишь бы огнемет не очнулся. А вот он очнулся. Блять, союзники, проснитесь, уебаны. Ёбаный рот, блять. Ёбаный рот. Пиздец, блять. На фулл хп. Ну, пацанам просто, блять, не судьба очнуться и понять, куда смотрит огнемет. Я, короче, здесь свалился, неловко сыграл. Но у них было хуево гора времени среагировать на вот эту поеботу, потому что он тоже не сразу среагировал. Блин. Меня... Слава, здорово. Ну как ты, жив-здоров-то? Владимир, привет. Всем здрасте, пацаны. Всем здрасте. Он был весьма говнист. Блять, неловко вышло, сука. Еще и Сумова меня добрал. Куда огнемета в маску пробил? Но он же жопой ко мне был. А я все качалом. Ладно, поехали на другом, может, какой там. Там кофеек просто вруби, я все засыпал. Но мне уже нормально. Мне не холодно. Я все качалом. Но я так знала. Да, еду на работу, работник подставил, вчера он бухал, я его предупредил, он сказал, что все норм, а с утра пишет, что не выйдет, ему херово, пизда, а ты как будто не бухал. Что с такими делать? Шлепать. Шлепать. Что еще? Да, нахуй, неужели, блядь, не бухающих сотрудников нельзя найти, что ли? Нахуй сразу же, за бесплатный месяц пускай работает. Вот, или увольнять. Да, я вчера со своей литр водочки с тоником выпил, красава. Красава. Уснул 2 часа, ну еще по-божески.
Давайте здесь поем. Ты мой кумир, мой real boy. Я хочу тебя, fuck you. Оу, неплохо полетело. Сейчас бы не получить в борт. Хорошо. Ну-ка, здесь пушка опустится, не опустится. В таксофоне насрала. Ну давай, сука. Ой, ну ты не real boy, это однозначно. Одни смартесовцы, вот куда не воткни дейк. Я думал, что он успеет свалить. Ну, это было очевидно, что он откатится назад, да? Глеб, привет. Здравствуйте, пацаны. Ты мой кумир, мой real boy. Я хочу тебя, fuck you. Таксофоне насрала. Хорош. Ну да зарядись. Блять, ты охуел. Пиздец, блядь, 270 пробития, не могу ему запихнуть в эту нолду грязную. Надо было в каток ему запихивать. Как опасен Deep Dark Dungeon. Встречным fucking slaves. Блять, ну шмыга реально прикольный. Ну согласитесь. Шмыга реально прикольный танк. Ну, блядь, только не закрывай, уебан, только не закрывай. Бля, хорош. 512. Конечно, много где можно было бы бэхами пострелять. Ты мой кумир, мой real boy. Так вот, давайте. На 506. Прекрасно. Так, давненько на стримы залетал, а я тут пару дней в перерыве был. Я, кстати, относительно недавно начал столки вкачать, осознал, что это единственные танки, где я показываю, они через... Хорош. Хорош. Десятка тоже крутая. Вчера 63 взял. Не могу пока гореть с него. А вот 75 зашел, я понял.
Я понял. Ну, ты на стрим на 63-м. Меня пиздили как раз весь стрим. Ну, не знаю, мне кажется, 63-й идеальный вариант. Во-первых, он максимально комфортный. Во-вторых, у него действительно хорошее орудие. Но он не бесит. Он как раз таки, наоборот, такой успокаивающий. На 63 меня выносили на раз-два, надо привыкнуть. Да, там просто всем корпусом не выкатываюсь. Стараюсь от башни играть. Вот, в принципе, и все. Сотки баксов, не котлета. Таксофоне, но с роллом. Где там тайпад? Хотим какую-нибудь песню веселую врублю. То там, наверное, вообще не осознали, что сегодня пятница. Да. Сейчас реклама пройдет. Меня 705 голдой стабильно пробивает в щеки. Неприятно. Ну да, голдецом 300 плюс в щеки можно ловить здесь. Тут уже извините. Тут уже извините. Ты на ИС-3 2 катал, да? Да. Ну, клевый. СТ-2 вообще просто песня, мега охеренный танк. Будет терпотня. Вот если ебланская раскатка такая, то это все, пацаны. Если вы потеете на отметке, закрывайте нахуй и не заходите в сутки. Вот такие вот раскатки терпежные. Блять, я что-то подумал, что он в поле стоит. Ну, типа, что он не засейвится. Было быстрее кидать, сука. На. Пиздец. Ебать, он уже все хп проебал. Ну, это пизда. Это пизда. Не едь, дурак. Ой, блядь. Пиздец, а где мне теперь затерпеть? Там ТЛ7 ебут. И жестко еще. Просто, пацан. Ебануться. Ебануться. Ладно, Леха жив. Давайте подъедем ближе. Я бурзу, наверное, не... А, вот все вижу.
Дизи, здорово, на 63 именно в силуэт не могу привыкнуть, не чувствую, насколько я понял. Хорошо там бронирован, просто не хочется разочароваться из-за того, что все там заебись. ИС-2, этот СТ-2, он такой прям мега универсальный. И в пиздарезе там заживет, все как надо у него там. Вот, на нем врываться можно и так потанковать. Ну, короче, охуенный танк. Охуенный пиздец, прям. Блять. Хорош, его кончили. Его кончили. Не, союзник, кстати, есть, могу поиграть в танки трохи. Короче, эта модель реально комфортный, прикольный танк, пацаны, реально прикольный. Просто воспринимайте его как СТ-шку, и все будет нормик. Не. Тем более, что орудие реально СТ-шное. А мои свиноложцы дырявые так никуда, блять, и не поехали никому. Ага. Угу. Вот уже 35 лет вы получаете здоровый сон в подарок от Асконы. Только в апреле выгода до 35% на матрас. Все начиналось как здоровый сак. Он, наверное, упал на низ. Мантикор, здорово. Сейчас буквально вчера на Исе 4К поиграл, даже не запотел, кстати, ситуация стоит. Борта играет, я вам пишу, что приедет, прими урон, или танки не заберу Женьку. На него секунд 15 заходило, типа, нормально. Сидят до последнего, сейвят хп, а в конце боя пойдут, из куста выйдут и сольются все к хуям. Пол хп. This is normal. Лешек добирает, молодец. Саксофонин срала. Будет смешно, если он сюда блистает, смотрит сейчас. Сука, конченый. Конченый, ну ладно, окей. Окей, опять сибланская катка, где получилось сыграть. Терпимо. Доброе утро всем. Доброго утра всем, бойчики и колочи-бойчики тоже. Спасибо за лайки. Stick your finger in my ass. Typical Аляш. На ВК-видео подписывайтесь, там чат очень-очень-очень живой, а там еще начисляются баллы, за которые можно бесплатно заказывать музыку и все что угодно на стриме, даже покупать голду и танки. С каких пор нельзя создавать взвод, допустим, из... ну хер когда нельзя было, да и правильно. Слэм.
Чат прогрузился. Привет, повеситель трусов. Манки, здорово. Здорово. Максутка, здорово. Братан, как горло, да? Нормально. Пойдет. Чуть меньше уже кашлю. Кашлю только гудком. Edible, strange, how do I get in your pants when you're tick-tocking them? Seriously, buys so tight can't be classified. That's why I'm here to fill that opening. Make a season pass to mount that ass. Bob, hope that I'm a one-night stand. A chance. Котейка с ума сходит. А за музыку на ютубе не банишь, что ли? Ну, стримец ёбнут, но потом. Но потом. Так что слушайте. У меня можно слушать, не переживайте. Можно даже заказывать музыку. Клип можно поставить на стриме. Лишь бы он был на ютубе. Ой, поспешил стычкой, пиздец, конечно. Пиздец, но это пятница, пацаны. И это пятница. Подгуслим его еще, он переживал. Загузло свое. Счастливым можно все, абсолютно. Абсолютно. Можете включить любой клип вообще, который захотите. Лишь бы на ютубе был. Там, от 50 рублей стоит. Я действительно давно показал тебя своим бро. Они сказали, что за вообще ты долбоеб. Я его написал. Дальше все правильно. А кого он смотрит, блин? Джова? Или Грани? Или Лешу? Блять, я, конечно, рискую. Я, конечно, блять, рискую. Ну ладно, окей. Я пушку не опустил. Ладушки. Он танку вообще не смотрит. Блайнхаунда. Раньше нравились, пока они флаг в ЭС не засунули. Ну не смотрят, тогда ладно. Да ладушки. Блять, ну дайте хоть кому-нибудь въебу. Куда он мне дал? Put your hands in the air, give me all your money. Ебать, блять. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Потнейшая вот так вот. пичка. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Обновим полоску, а то чё долго Правильно. Правильно. Хорошо. Ты иди в жопу, пес. Бля, я... Короче, он будет мешать, сука. Он смотрит всяких зумеров на Твиче. Ебать, дурак, что ли? А сколько ему лет? Все крутые пацаны смотрят Юрсаныча абсолютно. А говорит, что я думаю, бля, жестко. Жестко. Единственный нормальный зумер — это Юрсаныч. Мам. Не 18, как и мне. А, ну то ладно, пускай смотрит. Но еще не созрел для настоящего мужского контента. Со стороны зумер на пенсию. Что ты усатый кружишь? Чертообразный кот. О, а вот так вот. Хорошо.
Они самостоятельно отсасывают. Мне подходит. Плыз комсак. Put your ass in the air. Да иди ты нахуй, бля, ебан. Дайте, может, кумулек на него зарять. Ай, ладно, пусть не. Я буду экономить. Я буду экономить. Будем экономить. Да, там где-то два уебана грязных терпят. И один из них ебаный скорпион. И один из них ебаный скорпион. Пацаны, он стоят. Таксофоне насрала. Это, ну, разве хуёвый танк, ребята? Но он же просто белиссимо. Ты нахуй, ебан. Забоняем ёбну, кстати, стрим. Возможно, не сразу. Я сейчас прочитаю, пацаны, все комменты. Мама. Мама. Мне нужен твой бот сладкий. Палач, здорово, дела охуительно, восхитительно. Я вышел из алкогольного пике небольшого. И снова под шконкой. В обнимку с любимыми карачунчиками. Хорошо. Белгуслювасит все равно по засвету. Я прочитаю все комменты, пацаны, минуточку. Еба. Хорошо, что не фугас. Но надо понимать, что я сейчас еду под шконку, пацаны. Пойдет. Так-то так, кому-то нравится именно, кому-то... Да и хуй бы с ним. Бесконечная гладь катает. Открыть секрет, как на тиске до золота дойти. Вчера в одной победе до золота был. Меня слили в дно группы. Да, просто каждый бой на максимум играй. Тебе нужно брать танк, на котором ты будешь в любой, даже самой ебланской ситуации выдавать много урона, чтобы быть в топе своей ебланской команды. Соответственно, ты будешь мало терять очков в дурацких боях. Это самое главное. В безатом бою ты так или иначе все равно наберешь очки. Да, вот у ловкоских много потерять, это плохо. Потом перепизать. Я тебе рекомендую поведать 217Б на голде. Идеально подходит. Просто едешь, ебешь. Под любую карту вообще, на которую тебя не кинет, этот танк бери и катайся. Не надо изобретать велосипед. Мой тебе совет. Да, фото обезьян. И эти ресурсы стоят 2500 голды. Стоит покупать улучшенный пропуск. Да. Да. Ну, там надо покупать улучшенный пропуск, на который на все вот эти. Я тебе покажу. Да.
Блядь. А уже нельзя купить улучшенный на все вместе? Мне, короче, за один этап до 500 голды это хуета. Бля, раньше можно было покупать за все вместе. Евгений, здорово. На заставку первый этап прошел. Женек, Евгений, здорово. На сайте. А, на сайте можно купить. Вот, короче, если все вместе купить, там где-то косарь России стоит, вот это вот можно покупать, а за голду не покупать. Папаша. Папаша, cool. Поехали дальше. Как там на ютубе еще не ебнули стрим? Удивительно. Удивительно. $40 гривен. Ну, скусорен потому. Удивительно. Ой, бой, всем привет. Симец, где проебался? Джамал, здорово, я отдыхал. Ну, внезапно причем. Но уже все, я вчера стримил целый день. Ты попал в крепкую мужскую компанию, тебя тут не все верно. Перед тебя из Сибири, с Алтая. Ох, я бы там побывал бы когда-нибудь. А тебя из Беларуси. Я уже это понял. С первых секунд нахождения в этом теплом гнездышке. Сраный ютуб. Я пропустил, какой танк сказал. Повтори по-братски. Да, 215 тяж, который. Заряжай голдой под любую карту, садись только на него. Вот только на нем катай и все. Сука, он реально думает, что танчит от борта, долбоёб. Вот это дерьмо сраный, который, он не танчит вообще никак. Ох, а я не катал ваши надрески и все еще не... Да, не катай, нехуй делать там. Ебано. Ну да, это хуета еще попадет, блять. Ну снайперский, сука. Сорта заряются, блять. Дедушкин Кастель, спасибо за подписку на YouTube. Спасибо, но я по коске прожаю. Хорошо, хорошо. Нет, я его не выменял, у меня он был, ну видишь, 4 отметки он имеется. А еблан только по мне стреляет. Команде помогать не нужно, сука. А в ГЧ пихать нужно. Он был, я его не выменял. Натиск лучше рандомно там старается хотя бы. Но вот натиск потоксичнее. Если без звука играть в него, тогда окей. Да, вот что с ним делать. Бля, я обещаю, пиздец вообще. Он реально думает, то, что он может танковать от борта, это просто пиздец, бля. Ну все, мне жопа сейчас будет. Сейчас к сексу присоединится арточка. Доберет мой на СС красиво. Его даже в борт башни невозможно пробить.
Бля, даже в перекатку некому поебать. Прикиньте, люди играют. Да, пиздец. Пиздец. Так. Так. Там же натиск только на десятках. У меня просто один единственный. Е100 вытерплен. Ох, блять, ох. Ну тогда лучше не сот. На сотке будут наказывать. Тихо. Поехали наш мэги тогда прокатим, раз такие дела. А вечером, может быть, давайте я приобрету пилотку, на пилотке поиграем. Tell me. Адрес до сих пор активен. Да, 4 дня еще пишет. Блокитные вочи, здорово. Что-то сплошной сак. Как не зайду сегодня на стримном. Терпеж на арта ебет. Терпежненько. Спасибо за лайки, друзья. Спасибо большое. Спасибо, Панда, за вскрытие донат полоски, кстати. Ладно, я пошел на завод. Сегодня у нас там экскурсия будет. Смену Лешек. Спасибо. Спасибо большое. А на Каине экшен Хэя есть арифметки. Не, у меня его нет. Нет, я это дерьмо не приобретал. Всем салам. Ну-ка, здорово. Ну, тайпе пятом берет чумпа. Ну ладно, надо было попытаться хотя бы. Бля, базик приехал. По первому таймингу. Сак по первому таймингу. Ladies. Давайте-ка не до anal ladies. Ох, бля. Может, мы пошалим немножко? Да, там он, блядь, из 2 обоссался. Из 2 как-то еще не сдох. Молодец. Молодец. Теперь надо отсюда съебываться, что им скажу. Двойка перекатилась. Блять, как он охуенно скорость набирает. Просто песня. Просто песня. Ну мы слили зелень, сейчас будет пизда. При том, что на зелени все, пол команды было. Пол команды, сука.
Не. Хорош. Гостили. Блять, и здесь еще отсосали, новости бьетесь. Есть хоть одно направление, где не отсосали? Жестко. Пиздец, блядь. В каток дает. Пизда. Но ебаный рад. Ну, это, блядь, пятница, хули сделаешь, правильно? Это, блядь, пятница. Так, это Шмайга, прем, это прем. В том сезоне на топе 5, в этом на ЕПС. Красава. Походу, походу, по трассеру въебали, весь бой плачет. Блять, ну это пиздец. Походу, все, кто ехали на зелень, все в 0 урона. Шмар какой. Означает только одно, долбоеба одним. Перепись долбоебов. Игра называется не Мир танков, а Перепись долбоебов. Кто не знал? А ты же знаете. Now, that's a record to get down to. Whatever getting down means to you, I know what it means to me. It means getting down with some women's putting on a little soul on the high-five system, changing into something Hi-Fi System. like a velour. Так, означает, что пятница началась со среды, долбоеби, но... Бля, я не понимаю, как можно приехать на зелень? И пол команды приехал на зелень, все отсосали. Блять, вам там есть где сейвиться. И почему так быстро? Просто жопа. Просто жопа. Потом, казалось бы, хуй с ним. У нас есть направление. На нашем направлении пацаны еще тоже отсосали. Блять. Думал, дальше поедет. Что за пилотка? А это американская стэшка премиумная. Пилот 1, как так он называется. Я тебе говорю, что у меня вот такая хуйня второй день подряд. Сегодня чую третий. Но я вчера с утра, кстати, неплохо поиграл. Вечером, да, была жопа. Это я готов признать. Братишка шал... Так, все, теперь 100% домой. Все. Ранение получил. Вас как назад привезли. Для меня последняя катка была. Вот это. Ну, ранение несерьезное, братан. Катка была в тот раз. А что за ранение у тебя? Бля. Хуёво встаём. Не нога. Блять, ну заебись. Заебись. Ну, во-первых, поздравляю с небольшим дембелем тебя. Я так понимаю, последняя командировка. Больше не поедешь?
Ой, хорош. Бля, в кепку попал. Ну все, как ты говорил, 9 мая дома будешь. Поздравляю с дембелем, получается. Хорош. Хорош. Бля. Я там жопу ебут, он все пытается сюда. А души через неделю домой. Отлежусь в госпитале, получу за ранение. Все, хорош. Поздравляю с дембелем, братан. Давайте музыки поврубаем. Поздравляю. Поздравляю. Но, видишь, получается, с войны живой пришел. Ты своим сообщил уже? Да, звонился. Ну и хорошо, все. Радуйся жизни. Поздравляю, поздравляю. Ты пиши песни, какие хочешь, я тебя поврубаю. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, вроде мимо летела. Спровоцирует нас на обман. Испарение земли бьет как дурман. Сука, блядь, я так зачекался тут в очень хуевом месте. Кровь из наших ран, и не пройти нам этот путь, такой туман. Бурдяночка. Хорошо. Окей. Блядь, плохо выстрелил. Наша жизнь как миг, коротка, как юбка у путан. Нам все нипочем, через левое плечо. Саня, пиши песни, какие хочешь, я буду врубать. Хоть как густо. Воздух я давит как ртуть, и пусть не видно, где свернуть, но мы пройдем опасный путь через туман. Так, название о глубоком. Шаман поет. Хорошо, врублю. Арн, здорово. Но мы пройдем с тобою путь через туман. Но мы пройдем с тобою путь через туман. Но мы пройдем опасный путь через туман. Ну, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Лап.
Не слышал эту песню никогда. Нахуй. Так легко идти туда, куда не надо. Сложно понять, где правда, где неправда. Кому-то в щеку прилетит кулак, кому-то женская помада. Хоть первое, хоть второе, только не падай. Так важно строить планы, смотреть вперед с надеждой. Ведь твоя суть где-то внутри, под твоей одеждой. Не доверяй свой выбор ни орлу, ни решке. Все будет хорошо, братан, конечно. Что будет дальше? Дальше будет интересней. За горизонтом Ёбаный рот, этот ублюдок приехал, пизда. тресни на тысячи осколков ровно. Ты никому не нужен холодный. Говори со мной, держи глаза открытыми. Брат, не засыпай. Бля, что мне с ним делать? Да, тарты сейвится. Тут мы с ним разберемся. Все, я обещаю. Вот на бай... Ну ладно, хуй с ним, может он не видит. Хорош. Ну так вот. Вот так вот, даже явочка на перемогу уже. Ебано, блядь, стоит. Конченые недоноски. Конченые недоноски. Ну и последнее тогда, видите, Матанга Тополя. Он же стрелялся. Ой, хорош. Ой, хорош. Евгеша, привет. Лёшка, Лёшка, не беги. Грязный пот. Мои придурки, мне кажется, они даже об рту сольются. Мне кажется, даже об рту сольются. Вот так вот подтащили катку, а свинья обосрался. А свинья обосрался. Вот так вот. Вот так вот. Я еще альтовался, чуть не просрал придурка этого на ПТХе. Я к чему? Танк реально неплохой, пацаны. Кто сомневается, не сомневайтесь, танк реально хороший. Хороший бой, да. Все три топора на ствол, абсолютно. Алло, мам. Ну, у меня 3 отметки было уже до этого. Да, везу внука. Все, ждите, скоро будем. Дань, ну ты опять в телефоне. Как бои дерьмовые, не играйте, пацаны. Платону здорово. Ну а что ты хочешь? Ну это не фон. Ну так понятно. Сань, есть идея. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну что, может быть, поедем вот здесь вот. Подписку оформил, лайк поставил, подскажи начальник танкист, как выйти в 2К в средохе. Стримы смотри, подмечай, куда езжу на всех картах. Бери танки самые имбовые, которые есть. Начинай с тяжелых тутлсов. Да, тяжелый танк вкачивай. ВЗ-111, 5А это китайский тяжелый танк.
Если советская техника импонирует, СТ-2 вкачиваем. Что еще? Что? Ну, для начала этого хватит. И на них катайся, смотри, куда я езжу, и пытайся повторить, что я делаю. И самое главное, старайся дольше жить. Да. Не посредством того, что ты стоишь, да, там на базе весь бой, а посредством того, что ты не подставляешься по тычке, не рискуешь, не занимаешься хуйней, да, там не вырываешься никуда, ждешь своего момента, и момент придет всегда. Выйдешь на 3К. Так, стримы смотри, ознакомливайся, видишь, тут с механикой игры нужно ознакомиться для начала, чтобы понимать, что где и как работает и почему. Плюс коллижн модели смотри, ну то есть у каждого танка, да, разная броня. Видел танк незнакомый, не знаешь, куда пробивать, вводи в интернетах коллижн модели танков, там будет самый первый сайт. Там самое главное вверху посередине 2 квадратика будет. Леста и Wargaming. Два разного кластера, соответственно, там разные ТТХ танков. Выбери Лесту обязательно. Да. И ищи танк, который ты... Ну, который ты не знаешь, да, который ты встретил и не знаешь, куда пробить. Вот и все. Так выучишь ослабленные зоны. Будешь знать, куда пробивать. Ой, я такую хуйню сделал, пиздец, блядь. Ясен хуй, там еще вся команда сидит. И Сушка, блядь, Таврос, пиздец. Блядь, еще и в щеки напихали, ёб твою мать. Но много тебя в шортах смотрю, решил на стрим залететь, а так, понял совет, да, иногда упарываюсь на действие. Но вот на союзника вообще никогда не надейся. Никогда. Это самая главная ошибка, я до сих пор ее повторяю. Частенько. Или бывает, я пытаюсь тащить союзников, чтобы они не отсосали. Это такое неблагородное дело. Просто старайся как можно больше урона в среднем настреливать. Все, и процент побед, все остальное подтянется железно. Напихали в гудок, ну ладненько, я отдыхать, хороших боев. Саня, держись, с дембелем тебя, будешь дома, пиши. Поиграем с тобой. Эту воду? Наушники там оставалось? Да, ты выбирала, походу. Нет, не брала. А как такое может быть? Ты уверена? Да я их не забирала, за компью не сходила. Может, котик скинул? А, вон они. Короче, я пришел, зарядка вниз висела. На ней ничего не было. Не унывай. Пока-пока. Бля, Леха, поживи тут. Выйдет. Сука, хуёво то, что я шотный, он приедет, просто заберет меня. Животина. Иди нахуй, бля. Ну я смогу под всю команду, вон все, хп нету, зато меня забрал. Вчера познал дзен тактического отступления. Если на фланге получили пизды, не обязательно упарываться дальше, можно уехать к союзникам, пусть убегает. Да, самое главное, пацаны, за картой следите, и это читается. Допустим, мы ехали, нас было мало очень, и надо было здесь стоять, никуда, блядь, не ехать. Я очень сильно ошибся. Да. И как только Леха бы здесь сдох, надо было сюда перекатываться и здесь терпеть. Ну, по-хорошему, вообще подальше. Вот, постоянно следите за картой, дольше поживете, дольше поебете. Дольше поебете. Красиво кофе, слушай. Сел на ЛТ играть, кабачковые Алешки задрали тыкать. Кстати, хуйню, танки светятся только после выстрела. Они требуют ехать светить, не понимая, что меня отъебут. Пообщался с парой мицел, теперь чат в бане. Ага. Хорошо. Пока.
Так. Помогайте пилоту, пацаны, пилотировать пилотки. Помогайте пилотам. Всем отличное настроение, прекрасной пятницы. Любит, да. Шикарный класс, не один дрочит в стороне. Как видели, ебало не один, он, блядь, по нему видно, что он терпело. Богатырь терпыня. Ненавижу ебар. Понимаю. Я так рад ебал, летел ты, только один танк радует. Это пистолет. Т-100 мне нравится тем, что на нем можно ездить ебать, и светить, и даже что-то танкануть. Это вот СТшка. Ну, ЛТшка. Эти ебланские терпильные жопы меня вообще бесит. Когда думаешь на ЛТ зайти и сразу 3 ЛТ в бою в городе? Ну. Топ земли. Классика. Это классика, это знает, да. Оп. Ой. Угу. Не, это пиздец. Лайки нажимаем, все верно. Лайки нажимаем, полоску заполняем, осуждаю. Поехал вперед. Ёбаная, бля, ёбаная пятница, пиздец вообще. Забыл лайк, осуждаю, имя, фамилия, здорово. Хип-хоп сак. Дик вставлен, это и экзамен. Ебать. Да кто ебан меня взял, пробил. Да, мне вафелька насует, сука. Хорош. Сак-бой пати. Ебанутый. Огнеметчица не дотащил. Блять, вот меня ебланы пробивают всякие, танки с пробитием не пробивают. Это что за мемы такие? Тут пуделя так и не убили. Родный страпон снайперит.
Я с Джоом ухожу на балкон. Значит так, я с Джоом ухожу на балкон. Ой, бля, не топи на семена. Вот так вот. На семена подпиши, все верно, колокольчик прожми, абсолют яички. Да, на-ка. Пощекати. Ну, сука! Блять. Была артухана кончать. Но Шарлиш мега прикольненький, рандом не прикольненький, рандом терпёжный. Мы персональные имиджмейкеры. Хочу трусики с QR-кодом, где на поле будет ссылка на канал Семен. Будет ссылка на видео, где я порвал трусы на стриме. На жопе. Конечные пиозавры уже в бою, да. Да, блять, ну казалось бы, только утро, пацаны, но ёбаный рот. Но ёбаный рот. Гачи дор. Балтика решает. Три арточки, юнов. Причем 6-го левела, самый жесткий в игре. Объект делать надо, ёбаный рот, Слава, держись. Ёбаный рот. Дайте ссылку на это, хочу посмотреть на разрыв тросов. Там начальство рвет и мечет. Да, хуй с ним-то, главное, не переживай по этой хуйте. Ты-то в чем виноват? Это вообще днюха была. Не твоя проблема. Качай орбиту, я хочу глянуть на МБТБ. Всему свое время. Хоть бы зато меня не ёбнул тут. О, понеслось. Пиздец, ты стебешься. Абсасин он. О, пошло. Ебать, бля. Ебать, золотой дождь. Секите. Обычные танки так часто не стреляют, как арта. Абсасно. Ебаный этот пудель приехал. Но тебя выебут. Тебя выебут. Ви-ви-ви-ви. Мусорка. На всякий в балансе. Арта в балансе. Я пересмотрел, кончил. Отслежу. Эйнул. Полнится комщет. Билли. Мой найс.
Ебать! Блять! Сука! Я думал, что я прямо проеду. Ой, заебали. Ой, заебали. А вот интересно, почему наша арта так жестко не ебет, как их? Банутые часто, да? Синяя гвардия, блядь. Но меня арта здесь почистит просто пиздец. Раз в 6 секунд закидывать тычки будут. Че я, блядь, че я им скажу? Невозможно. Ну так таких, как ты, меньшинство, остальных не удворят, упарываться едут. Да. Бать, где он там? И вообще нажираться до соплей, что? Да я еще не... Вечно мне сагдик. Ну она, а что она? Вечно мне сорала, это про арту. Разбежавшись резко рибдоски. Ебать. На фулл хп нас спалили. Гордо Саксамдик. Оп, кончили арту. Хорошо. Все нахуярился, осуждая такое поведение, и в танке играть не пошел. Нахер. Правильно. Молодец. Молодец. Короче, не успеваю уже никуда. Ремонтироваться, конечно, не будем. Гераблу здорово. Что надо бы его приобрести. Реально хороший, пацаны. Даже не думайте, он реально за БЦ. Операция нет, когда не трезв. Надо очень много сил приложить, чтобы концентрироваться, все такое. И внимательным быть. Очень-очень много. Алкоголь, короче, в низкой дозе. Там буквально, наверное, до 0,05, блядь, промилле или сколько там повышает чуть-чуть внимательность, чуть-чуть. А потом все. Я сижу кошкой квадратной и думаю, нахуя я это вчера сделал, и кнопку в бой так и не нажму. Порвусь только, типа, на глубине души бесячая мразь, хрен попадет. Да. За ПС. Пей пиво на коне. Спасибо за лайки, друзья. Подписывайтесь обязательно на ВК-видео. Там есть баллы, которые просто так начисляются. И за них можно всякое приобретать. Например, заказывать музыку, покупать даже премиум танки и многое-многое другое. Я как-то наебался, нажимаю в бой, а драконы за окном бегают. Тогда согди кличком. Ты говоришь, я специально накоплю тут баллы раскошеленно, да. Попробуй. Попробуй, я только буду за, если буду смотреть стримы. Выпей сымен. Спасает фистинг.
Ну, блять. Ладно, арточки нет, можно немножко понаглеть. Даже жирный Е100 сюда приехал. Ешь мясо, Олег. Пиздец, блядь. И этот ублюдок сюда приехал. Хорош. Что? В эфире рубрика «Что любит пидорас». Мол, он же только что чекался тут. Ебаный рот. Выпей сымен. Это тоже у меня пожелание. Пассивная агрессия. Пей сымен. Уебище. Уебиша. Ласкавий травень, 6 липня, 19:00. Клуб Сексон. Квитки Так от. можна придбати на сайті. Квитки это билеты. По-белорусски тоже тут. Чисто прокачанная сына на все бабки абсолютно. Блять. Ах ты злодей. Я йду собі додому, на мені плащ пальто. Такий самий був у матриці, його носив Нео. Я йду собі додому, не боюся маньяка. Плащ пальто мене береже від большого хуяка. Оп, Є. плащ пальто надів на тіло. Оп, не боюся чокотіло. Оп, Сука. Ну, прикольно. Пиздец, увидите такой тут. Дырка в жопе, урона нет, все, пошел нахуй. пальто. Щоб не виїбав ніхто, плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто, плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто, плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто. На ютубе введи плащ пальто. Найдешь. Держать Алину, а мы уже слушали. Я надягаю плащ, костюм супергерой, бо не хочу заразитись якоюсь холерою. Моя Поехали, пиздаун шот. завжди під охраною плащ пальто. У меня просто здесь пушка, пацаны, не поднимется. Во, хорошо. Я надів це круте, чорне плащ пальто, щоб мене уночі не виїбав ніхто. Плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто, Ну, а? плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто, плащ пальто. Щоб не виїбав Короче, он нам тоже ніхто, смотрит плащ тут. пальто. Плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто, плащ пальто. И сушка нашлась. Щоб не виїбав ніхто, Отлично, 1010 на света сюда. виїбав ніхто, плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто, плащ пальто. Розингер, здорово. Тайп комфортный, он же вроде не какой-то Новый год. Да. Его впервые продают после Нового года. Поза того, по-моему. Плащ пальто. Не знаю, где шарфик, блять. Могу получить пиздов. Плащ пальто. На, здесь походу. Угу, уебище. Уебище. И он, блядь, не чекается. Даже с такого расстояния он, блядь, не чекается. Уебан. Да. На. Все, это мусорка на КД. Чтоб не въебав никто. Все, на FK. Пострелял и ладно.
А, нихуя себе. Это что, зарядится? Это от авторов китайцев. Не, я не знаю, кто это. Не знаю, кто это. Ох ты ж, ёб, 1,5 мульта шекелей. Это сколько ж смотреть надо, игра. Так, отпустил под шканку пидораса Джа. Ёб твою мать, нихуя, если с него сняли там скин. Rip the skin. Ах ты, ёбаный рот. Слушайте, мы сейчас еще катку проиграем. Проиграем катку. Я что-то думал, что там пацаны заняты, а оказывается, что бабаха их не занимает ничем. Небо славян. Ну-ка, если вот так вот. Здорово, объект, норм. Ну, норм. Лау, здорово. Норм. Би-би-би-би-би. Не, мы слушали эту версию. Мы слушали. Вот это будем слушать. Чтоб не въебав никто. Я напоминаю, заказать песню стоит всего лишь 50 рублей. С клипом. Ну давай, давай, давай. Вот. Надо на центр приехать. Поле дела, да? Благодарю за лайки, уважаемые друзья. Всех с пятницей. Будьте здоровы, чтоб шишка дымила. Обязательно. Обязательно. Расскажи про моды и настройку прицела. Я на днях скачал себе эту игрушку. Моды не качает, там нихуя толкового нету. Вот такие настройки прицела у меня. На стопах ты что посмотришь. Это уровень отметки на танке, тебе еще рано тех хуйня это не нужно. Но если что, введи отметка на ствол, мод в поисковике, и их там хуево горам. Мастер, приветствие, гачи, миксы врубаем. МТТН, здорово. Девочка с елдой. Как ты красную хп сделал командную полоску. Пойдету. Там в всех же настройках, там пороешься, там хп союзников, там вот это все, там поднажимай, найдешь на всех. Да заебали, блять. Меня сегодня настолько рта ебет, просто камщат. Просто, блять, камщат. Угу. Мне еще светил тут. Вторую тычку рта даст здесь. Под таким углом стоит ебланским. Именно, ну конечно. У меня и модов нет вообще. Это все в настройках игры делается. У меня модов нету, кроме вот этой хуеты. Эхо, здорово. Этот кост дырявый.
Ну это понятно, но я рассчитывал вот этого Леху пересветить через этот куст. У него же тоже дырявый. То, что мне чекал, это понятно. Ну типа он сейвился, сука, и я... Ай, ну короче, какой этап получилось. Этап получилось. Девочка с ялдой. Это леди Джофф. Снова от меня злых перемен тебя уносит, не оставив мне даже взамен. И он Пацаны. просит, может быть, хочу с тобой желтой осенней Жовтой. птицей за синей мечтой. Позови меня, Синяя мечта 32 раз. я приду сквозь злые, я отправлюсь за чтобы мне не пророчил я. Бля, до последнего стоит, там сосет. Нарисуешь в небе И не уебывает. Такой ситуевник, когда вы одни, тут хера гора народа, отсвечиваетесь и уебываете, пока не поздно, пацан. сколько я искала тебя сквозь года в толпе. На дымоход чистит Алексей Нерьёпанин. Со мной навсегда, но ты Нерьёкапанин. А ты на пробитие не используешь? Я играл. Не использую, но мод хороший. Тебе пригодится, ты как раз только начинаешь играть, тебе надо. позови меня, я приду сквозь злые, я отправлюсь за чтобы мне не пророчил я приду туда, где ты нарисуешь в небе Не должен был меня чекать. обретают снова силу высоты. Да ебать, нихуя себе. Блять, в такую щель закидывает, это пиздец. А, ну. Его не убили. Это просто пиздец. Каждый раз, как только спускается на спящих, я бегу из Короче, если тебе мод на пробитие, надо вводи мод для мира танков на пробитие. Чтоб у тебя подписывалась эта хуета, да, под стволом, где сколько брони. позови меня, я приду сквозь злые, Блять. Да, начекал. я приду туда, где ты нарисуешь в небе Ну, мантим, блять. Хорош. Хорош. обретают снова силу. Разбитый сандик. Он знает лучше Slaves. В землю нахуй. Fuck you. Чё-то тапка ебот очень сильно ясен хуй. То, что апали, это не означает, что он заебись танк стал. Правильно? Правильно. Бля, ну чекаю ебан, пиздец. Там первая гора свиней. Стоит на ЛТХе, ждет чё-то. Дик. Топ 50 уровня, пиздец, имбовый стол. Нашляпывает мальчишек фоном, да. Эй, ну. А где же покляк?
Конвой 9 апнули. Он погас. Да. Нахуя его апать? Я вообще не понимаю. Они ёбнутые совсем. Чё бабаху не апают? Блять, не пробил его в очко. Погас. Стоит там за это хуета. У меня алкаша нету. Тапок зато говно кончено. Какой танк посоветуешь для новичка, когда вообще не знаешь? ВЗ 111 качай, СТ2 качай. Пойдет. Хуя, прикольно смогу подсадить. Не пробил. Дайте вон, заебали, сколько можно? Сколько можно? Вот китайский ТТ, ВЗ 111.5, и СТ2 качай. На 10 левела сильно не лезь, на 8 покатайся, принюхайся, потом хотя бы, не знаю, на 8 1002 боев сыграть, потом на 9 1002 сыграть, потом можно иногда там сдалека на 10 поигрывать. Гений игры, здорово. Из 7 не качай, ебланский танк. Открывает этот потенциал. Веб-сайт. Там он лучше всех. Направо поеду. За столько лет игры решил качать S7, Симен говорит Явланский. Не бери такой. Не бери. Принюхайся. Лодочка в порядке очереди. Не, там этот... Как его... Ну, в донатилке нихуя нет. Заказывайте, ну, что хотите. Сейчас глянем, может, на DonatPay. На DonatPay приходила. Сорян, братан. Гача, Гумибер. Там блять, на DonatPay почему-то оповещение не работает. Я хуй знает почему. Сорян. Короче, на Donation Alerts работает все, а на этой хуйте не работает. Когда качает свои... Но... Мне дед 7 зашел. Ну, дед 7-то неплохой, но, блин. Он не для новичка точно, и в целом-то он для херогора танков попиже. И всем легчайший танк просто под пиво. Ну, объективно говоря, танк без УВН, танк ебут в корпус. Вот новичок выйдет, что он будет делать? Еще дед никуда не попадает. Хорошо, что у него еще пробитие дали, у него еще пробития не было. Гачебой. Тебя подвосит этот. Да, а этапок ебланский. Ебланский меня бесит. Вот я ему порекомендовал ST2, пацаны. ST2 покомфортнее будет, чем S4. Смысл похожий. Самое главное, на ИСа-4 ветка очень своеобразная, на ST2 нормальная ветка. Гачебой. Бля, я думал, в такой был засунул.
Оказалось сак. Блять! Подмансил. Пиздец, прикольно. На базе никого, чтобы его поебать. Ну так и СТ2 сам крутой, он же его апнули, там пиздец вообще. Машина для ебли мужиков. Машина для ебли мужиков. Он приехал, он уже, блядь, никуда туда не уедет. Того камня. Алекс не заразумеет, что на базе жопа. Через 5 минут будет. Но если шарфик не будет заебывать, я здесь еще троху потерплю. Шарфик. Вес как Мауса, так и... Да. Вес как Мауса несравненная просто. Блять. Надо было не спешить. Ну, вот это вот пизда. Особо крупная причем. Ебать, у него пушка опускать. Ёбнутый совсем. Ебать, вот чекает человек. Я просто хуестик, дебил. Нахуя ты стоишь, если ты даже не видишь, что там происходит? Пропустил эту обезьяну шотную. Блять, зафейлил тычку, сука. Блять, шарфик попал. Как вы заебли, блять. Заебомба, заебомба. Все хп проебал. Перформанс артист. На Яге поехал. Я после апа на нем не катал. Танки иногда называют. Ну вот на СТ2 покатаю, он пиздец, он волшебный. Просто, блять, волшебный. Он просто проехал, блядь, по горе, ни одной это пиздец. Так. Чупа-чуп, здорово, мастер ВН. Я делал. На, там вообще не пробивал, там голда на ББ не пробивал. Ёбаный рот. Охуеть. Бэкхэм в танке играет. Дожили. Бэкхэм в танке играет? Панутый дурак. У меня первая десятка будет. Всем тоже советую. А хотите, мы сыграем новые этой модели? Deep Dark Fantasies. 2 Red Bull'а дали вчера себе, знаете, или на лайте. Ну, так там чувствовалось, может, полчаса. Там норм. А, ну, мне не понравилось. В желудке потом неприятно было. Тайп прикольный, но есть у него 2 минуса. Двигатель выбивается с первой тычкой. Ай, блядь, он какой-то косорылый, пиздец, мне вообще не понравилось. Он и броня у него ебанская, короче, он конченый. И альфа у него тоже. Сейчас уже такая альфа на ТТ, я хуй знает. С таким геймплеем размеренным у него должна быть альфа 560.
Потому что он такой, ну действительно, он, ладно, там Е5, на нем дергаешься, прыгаешь, там ебешь, перестреливаешься, ДПМ, все дела. На тайпе, ну это пиздец. Две балтики дадут о себе знать. Да. Говоришь, бабах, я тоже. Я тоже. Про тайп 630. А, 63 тайп охуенный. Вообще охуенный. Только в пол карты ебало сбивает, ты на нее садишься, дай бог попасть, все верно. Паровозик будет делать пист. Бать, там тоже паровоз полетел. Мужчина, а есть у кого-то 30, раньше не было на нем. Он неплохой, неплохой. Немножечко косорыленький, но в целом хороший. Я захотел купить тоже себе, но ебал всю серу на орбит. Т-30. Ну, он косорыленький, ну и плюс, ты же понимаешь, что у каждого еблана на 9 уровне, да и у некоторых 8 есть 300 плюс пробитие. Это означает, что в башню можно поебывать его уже. Носики-то, блядь, все, он обиделся на бабаху. Он обиделся на бабаху. Что тот его выебал. Короче, он поехал сливаться. Ебаные, блять, ослы. Ебаные, блять, ослы. Попал правильно. Да, короче, у нас был бой на заказ на фугасах, на бабахе, я все никак не выиграю. Не, мы на обычных фугасах дали там 6000 или сколько, там катка вообще пиздец легендарная была. Я там в подвале затерпел против шайки спермохлебов. Анлаг, бля, еще какой. Дэну здорово. Паровозик съебался. Мы за китайскую ПТ качать, она анал порвет, просто пробейте топ стандарт. Перформанс артист. Ну не может вниз поедут или не? Нихуя не едут. Ну давайте мы угостим сучку эту. А, землю, блядь, пиздец. Экономит серу, но. Блять, 0 урона. Можно было поймать-то свинину грязно. Блять, ну в этом рандоме это просто пиздец. Просто, блять, ни одного направления, где пацаны хотя бы удержались от того, чтобы сосать яйца. Это болванка от пизды, даже жопа должна была, ебра. Да, хуй. Ну там типа спереди, наверное, этот колесико заделано. Скажи, что ебрым ради. Гойшин бабахи мне нравится. Бабах классный танк. 0 урона, пацаны. 0 урона. Ну, а с другой стороны, что я, блядь, мог сделать? Хуй его знает. На такой карте. На базе надо было стоять, ждать. Может, я кого-то и поймал бы. Неправильно ты делаешь, что надо за бункером стоять.
с банка пива в руке. Ну вот да, надо было так делать. Я бы, наверное, хотя бы одну тычку дал бы. Турбосак. Это турбосак. Бабаха. Всегда о ней мечтал, не разочаровался, хотя бывают бои в 0 урона. Как красиво горят пердаки СТшек на закате, да. Чат общий включить. Вся команда на гору едет, молодцы. Раз с полкарты 1900 в пиксе с вертухи в любую проекцию, и вот тебе, дай бог, выставит, да. Но объективно говоря, бабаха это больше имба, чем огнемет, я вам так скажу. Это просто пиздец. Этих ебла... Это по сути арта из там 13-го года. С такой же альфой закидывать, один хуй с бешеной дистанции. Серега, зуб и здоров, родненький. Пиздец. Он, блядь, ну как такое может быть? Мы все командой ехали, блядь, сюда. Сейчас по старой схеме от арты будем отъезжать под шконку. Распиртованный камень. МС Пох. Бля, это пиздец вообще. Ебаные, блядь, союзники. Даже Зигр мне вкидывает. Даже, блядь, Зигр вкидывает. Фикить. Блядь, ну как с этими мусорками играть, кто шарит? Как можно ехать всей командой, блядь, на гору, по итогу приехать позже, чем лев? Позже, чем ебаный, блядь, лев. Я первым их начекал, 2 арты, блядь, смысла никакого от арты нет. Эти ебланы, блядь, стоят. Я в шоке. В кустах стоит обычно на 40.05, да, на ФВ я стержами еду, иначе без урона останешься. Ну, может быть. Не, мне кажется, обычно похуй еще, когда бабах все равно в кустах стоит. Хай, мэн, здорово. На какой ты Nice AS катаешь, грешник? Но мы катаем на тайпе, видишь, получили пизды на тайпе. Алекс, здорово. Я пропустил кабачковый вкат и проданную жопу за 0 дам. Давайте еще раз повторим.
Блять, ну ебаный рот. Так, погодите. Я опять не перезагрузил эти снаряды. О, Deep Dark 50 бейки там. Ну-ка, давайте зарядим ФГС. Надо процелить эту перекатку. Кто-нибудь магит поедет. В кустах стоишь, не попадает, едешь второй линии, ебот пока дай курятник. Итог. На тычке. Да. Да. Вот так вот. Так вот, на второе платное сообщение, Господь. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Ну, команда, да, всегда кидает. Здрасте, здрасте. Убийца, здорово, лабеда. Спасибо большое. Ну, команда всегда кидает ловлю. Наоборот. Турбо бой. Врагов ебот. Ну. Это турбо бой. Охуенный, я бы сказал, даже. За то шорты смотришь, ля, пиздец, что творят, ну... Алексей, здорово. Доброе утро. Я на арте при полсведения 261 садил 300. Следы нам постели напомнят про ее Finger in AES. Надо уже сводиться в перекат. Мне кажется, собачьи 50 бейки будут вкатывать. Ну, перекатку просто целят. Пизда в землю. Ёбаный рот. Блять, гигантская залупа просто в землю улетает тычка. Просто в землю улетает тычка. Нет, ты 54 вкачал, прикольно, бля, нихуя себе. Он стреляет иногда не в землю. Your finger in air. Но я шел тест, он же косорылый пиздец. Как Джо. Вот так вот. Вот-вот, ебаный баба. Пиздец, его не видно. Блять, жирный срай опять в землю улетел, я ВЛД ему дал. Он в этих кустах не вбачился. Блять, 50 ТП сейчас закрою, это ебан. Иди ты нахуй, блять, вы заебали, конченые. Но ёбаный рот. Нет, иногда. Ну, блять, есть ситуации, в которых не получится свестись. Уже понимаете или не понимаете? Пойдет. Пойдет. Я хотел насрать, я насрал. Все. И все. Заебали, блядь. Ненавижу, сука. Кончили. Там можно было этих 50Б забирать 228 раз. То, что им, блядь, фартит.
Вызывает только зависть. Проспиртованный кам настроение. Гнилю и 50 беку испортил, катку удалась. Да. Задача на бой выполнена. Сука. Топ-5 популярных танков, 5 место прототип 6, 4 место Бабаха, 3 место прототип 6 популярный, нихуя себе. 3 Гриль, 2 21, 1 место Дед 7, да? Да. Все токсичные танки, ну кроме Деда 7. Вот. Потому что Лёшки на этом дерьме играет, поэтому такое дерьмо и уводит. Вот в чем дело, блядь. Вот, Дед 7 он популярный только потому, что он советский. Что он легенда. Гниль в кустах все время сидит. Он все время в кустах и ебашит на 750. Вон в этом... Новый год каждому статистику высовывали. Топ-2 танка, которые меня убивают чаще всего, Бабаха и Гриль. Это все, блядь. Вот и все, блядь. Этим поляр из-за апа. Ну, может быть и так, да. Может быть и так. Я не шо, Игорь, здорово, блять, я что думал, что он за камнем стоит. Вся жизнь моя, как проспиртованный к... Бля, похмельцо сегодня, вчера в Тарас в Ульву ходил, пиздец. А че не в пятницу, че в четверг пошли? Ох, блять, ох. Ох, блять, ох. Как дырочка поживает, дрожит, подрыгивает. Гля, маскировка слабая, сам он огромный, хотя кажется, что молодецная, что клёвая динамика. Приветствую, мужики. Антоха, здорово. На тайпа камеру не пробовал ставить, урона не хватает ему. Нет, я думаю, на такие танки не надо вообще ставить камеру, которые скорострельные. Ну, типа, у него 320 альфы, я поставлю камеру, у него даже 350, наверное, не будет. А если будет, то это, мне кажется, не перемога совсем. Поэтому не ставлю. Не понедельник, какая разница, когда ходить? Ну да, все верно. Вчера же сходил супруга на Кракен. Ну и как тебе хуета это? Ну, короче, если сильно не задумываться, да, такой пойдет. Если на детали всякие смотреть, пиздец, мусор. Они вот, да, там заимствовали все идеи в кино зарубежном, в фильмах-катастрофах зарубежных. И почти ни одну из этих идей не реализовали в полной мере. Ну, типа, просто не досняли, как будто бы. Нахуя, где сэкономили бабло, ну, даже спиздили. У вас фильм про Кракена, чудище-хуюдище. Кракена толком, блядь, не показали ни разу. Он 90% хронометража просто в бузе ползает, и там 2 щупальца торчит. Реально так. Один только кадр, где его глаз показали, блядь. Все кадры затемненные, чтобы меньше тратить бабла на графику.
Чем темнее картинка, тем, соответственно, меньше надо рисовать. У Петрова всегда одно ебло. Вот, бабла спиздили там нормально. Графика ок, и порадовала плазменная пушка на подводной лодке, которая стреляет в космос. Но я думаю, знаешь, что это типа, это не пушка, а это какое-то устройство направленного ядерного взрыва, мне кажется. Вот, то есть, если при ядерном взрыве энергия во все стороны разлетается, то там как будто бы она направленная. Вот, ну, блядь, тоже тупо, выглядит прикольно, окей. Но самое главное, для чего она? Чтобы сбивать космические корабли на орбите, ну окей. Но их же, блядь, нет. У хохлов. Ну, вот только у древних укров, если только были. И себя, и Кракена. Не, Кракена без руков играл, это точно знаем. От моего парня с ней не было, жена сказала, что мне нужно с ней время. Получается, ядерная пушка. Ну, получается, да. Ну, короче, фильм, да, окей. Окей. Ну, если в детали всматриваться, то он будет бесить и все такое. А еще прикольно. Лил здорово. Ну, будет небольшой спойлер. Там телка эта, которая полярник. По сюжету она обиженная, потому что родители у нее эти, как их, блядь, ученые были. И в 90-х страна пошла по пизде. И они, оказывается, нигде не нужны. И они бедные, несчастно уехали в Швейцарию. Или в Швецию. Вот, и ей пришлось там бедной, несчастной жить. Вот, она такая бедная, несчастная, и, ну, типа, не любит Россию, там она вся пыжится такая, все дела. Которую, кстати, на подводной лодке секретно везде пускают, везде ходят на мостике, хуёстики, на кухне. Дали форму, блядь, только погоны не вручили. Человек, если что, гражданский, да, и гражданин вообще другой страны. А в конце Петрова дождалась, и он такой говорит, руки греет, говорит, ну чё, едем домой? Она такая, домой. Ну, а она такая, я сама из Омска, типа. Там люди, родители были учеными, все дела. Домой в Омск, блядь, из этого, из Швеции. Домой, блядь. Домой, блядь. Нахуя он поехал наверх, когда уже все, катка закончена. Либо несел. Ёбаный. И все. Я из Омска, блядь. Куда? Ну чё, домой? Домой, блядь. Мы чё не с Магадана? Домой, значит. Мы сейчас жестко заспойлерили фильм. Да, хуй. Кто не смотрел фильм, в конце кино Петров умрет. Приятного просмотра. Приятного просмотра. Вот это к чему. Петров умрет, а Кракен утопит Крым. Осуждаю. Осуждаю. Хорошая концовка. Концовка, ну вот что-что, а концовка неожиданная пизда. Тут базара нет. Тот момент, когда даже не понимаешь, что за фильм. Кто не смотрел фильм, Бэтмен в конце умрет от спида, а Мстители от туберкулеза, да. Зараженными вьетнамскими проститутками. Укрокракен, да, фига. А как? Цензура такой пропустил, я хуй его знаю. Я хуй знаю. Рука Киева, щупальца Киева прослеживают.
Забрал красавчик. Чай Крым. Спросил Кракен, блядь. Ну ладно, это все шутки, ребят. Это все шутки, госпожа звонит. Я вас слушаю. Но. Я ж тебе закину, блядь, на телефон. Так я ж тебе на твой тоже закидывал. И на твой тоже, на твой личный, блядь, я закидывал. А, на терминал? Ёбаный рот. Ну... Хорошо. Ну, давай. Тайп, нет, тайп крутой, тайп крутой. Про что фильм? Что за фильм? Кракен, который там. Где Петровы, Хуёвы, подводные лодки. Вот, ебля с морскими котами. Полярники катаются. Блять. У подводников форма как у гаишников. Нихуя себе. Я вам расскажу. Там у подводников форма как у гаишников. Полярники взорвали Северный полюс. Два полярника остались, катались на этом, как его, на роботе-пылесосе, короче, катались по Северному полюсу. Потом внезапно всплыла русская подводная лодка. В форме гаишников пацаны вышли, оштрафовали. В форме гаишников подводники вышли, оштрафовали. Искали, мы вас брать не будем. На лодку идите нахуй. Но потом Петров сказал, ладно, берите. 54D удар держит, правда, стаба так себе. Но я вам скажу так, вы купите Т-54D и будете ловить пизды на нем. Может не в тему, но после второй серии одни из нас для меня сериал закончится. Ахаха, ору пизда. Вот, а еще в русских подводных лодках дисковые тормоза. Они там по щели такой подводной ехали. Петров сказал тормози и показывают кадр. Плывет подводная лодка. Но обычно на кораблях, чтобы тормознуть, включает реверс, да, чтобы побыстрее тормознуть. То есть в обратную сторону винт должен крутиться. А вот, там винт не крутится, лодка просто едет и останавливается перед льдом. Но это еще не все. У нее еще есть лыжи, на которых можно стать на днище, на грунт, блять. Вот, и я так подозреваю, что можно еще потом включить пропеллер и ездить даже по суше, нахуй, как на этом, как на снегоходе, ебаном. Поэтому это вам не это. Это вам не это. А в торпедном отсеке есть компьютерный класс. Вот. Два пацана тушат пожар, два пацана сидят в компах. Вот такие пердаки, блядь. Система пожаротушения и откачки воздуха, да, для тушения пожара не включена в такой подводной лодке, зато лыжи есть. На воздушной подушке. Ну ты видел, там реально лыжи, блядь. Эти кинуть якорь, можно дрифтовать, можно. Суппорта 6-поршневые, ну. Понравится Кракен, посмотри, Матрица 4 достойно. О, Терминатор еще тоже, там от 5 там, до 7 шикарный. Для кого это снимает? Для вас. Это же за ваши налоги снято, пацаны. Вам должно это понравиться. Ангелохранителя каждому из ВС. Бог ВЗ, блядь, боже, храни Россию. Да, оберег, пацаны, от того, чтобы это... Если что, все шутки, это шутки просто. Никакой дискредитации подводного флота. Это дискредитация фильма, если что. На котором спиздили ваши налоги. Терминатор. А пожар тушили, опрыскивали для сада, да. А, ну. Потом, блядь, вот прикиньте, в суперсовременной подводной лодке везде дисплеи
да, и форма, как у техничек в школе, то есть не доебешься, ни одной погоны ни на ком нету. Все как Джофф учил. Система пожаротушения в торпедном, блядь, отсеке, одном из самых важных отсеков, точнее, самых опасных в случае пожара, просто, блядь, дождичек. Как в школе. Эти, опрыскиватели всякие. Все, нахуй. Ну, вы же понимаете, что если загорится, допустим, так выйдет, что в торпеде топливо, торпеда пизданется, да, и вытечет топливо, оно загорится, соответственно, водичкой это не потушить. Но какая нахуй разница, правильно? Правильно, обзор от Жени Божи. Ну, нужно сделать обзор, блядь, через 2 года. Чекни комменты выше. Так, я играл подлодки норм, но зарезаны урона мало. Терминатор. Стас, ой, как просто. Недавно интервью брал у чела, который глубоководником работал. В 90-х развалили, они могли Курск спасти. Ну, в 90-х там же проебались все эти спасательные корабли и так далее. Вот, понятное дело, что могли, просто это все проеблось. Вообще про Курск, там же есть полностью сохранен хронометраж этого времени, когда объявлена тревога, когда лодка пропала со связи, когда прибыли спасатели наши, когда они, в какое время они попытались влезть на лодку, в какое время приехали норвежские спасатели. Там на самом деле... Ну, короче, на самом деле там, блядь, все нормально делали. Пацаны в лодке быстро померли. Там получается так, что лодка ну, условно говоря, я сейчас не вспомню, как по времени, да, вот прям точно как было. Ну, условно, лодка проебалась в 5, но поскольку она в режиме этого... В боевом режиме была, ясен хуй, что она постоянно на связь не выходила. И, короче, должна была выйти на связь. Или она должна первый раз была выйти на связь 5 часов. Она не вышла на связь, типа сеанс связи пропустила. И часов в 10 только объявили о пропаже. А где-то в 5 утра, наверное, уже все погибли в лодке. Вот. Ну, то есть там, блядь, спасти, по сути, не вариант был. Зато раздули, блядь, пиздец там. И... американцев ебали, и все скрывали, и тыры-пыры, там норвежцы приложили свою помощь, наши пытались зайти в лодку и, ну, нормально погрузить, все такое, ну, типа, не смогли открыть люк, там какие-то проблемы возникли. Ну, и, получается, на вторые сутки, ну, достаточно быстро, короче, дали добро, норвежцы попытались... проникнуть в лодку, и у них тоже с первого раза не получилось пристыковаться и открыть люк. Ну, короче, по итогу, даже если бы норвежцам сразу бы разрешили вот прям, блядь, сходу приплыть и спасти лодку, они бы уже не успели, все бы погибли. Вот такая вот хуйня. Такая вот хуйня. Это не секретный материал, это все можно, блядь, в интернетах, все это, даже документы, все это хуйня есть. Там ничего такого сверхъестественного нет. Блять, я заехал в пизду, мне сейчас будет здесь... Со мной будет флиртовать тут вверх и вниз. Ебать, твою мать. Ой, блядь. Ой, блядь. Так, читаем комментарий. Не твоя лодка, вот ты и бесишь. Ну, тебя у кого снимает, неужели они не знают этих комментариев? Да, они просто консультантов не звали, и все. Написали сценарий, чек-курлык, все, блядь. Графическую часть подлодки просто Леста делала, главное, камуфляж, все верно. Надо смотреть интервью. Сам тип вообще журналист, но работал в спасательном судне. Я, короче, знаете что, я, может быть, даже вам сейчас найду. Есть видео, там такой канал маленький, но там толковые пацаны работают. Там хорошее видео про бурю в пустыне первое я смотрел. И вот про вот эту, про гибель Курска тоже там нормальный разбор, там, кому, ну, реально интересно, можете посмотреть. Как там, блядь, называется, я забыл.
Ну, вообще у них много видео толковых о всяких там боевых действиях и так далее. Ну, видео в целом немного, но канал толковый, пацаны. А, нихуя, 500 000 подписчиков. Я, честно говоря, думал, что там нихуя нет народа. Сейчас я найду, подождите. Так. Так, рекомендую. А хотите сейчас на стриме посмотрим? Я думаю, будет интересно. И там у него документалки у них документалки про Чечню есть. Тоже толковые. Полярник и мой друг. Полярник, и здесь никто не заметит, мы третий год живем за полярье, но холода, ай, бля, ебаный рот, я снимаю с себя 2 шапки. Что частями, ну не факт про Курск, что так было. Но чел как раз говорил, что они практически просто вырвали корпус и достали. Консультации нужны. Короче, давайте я врублю. Я думаю, что для разнообразия будет неплохо. Я на ютубе вырублю трансляцию, пацаны. Кому интересно, на ВК-видео переходите. Будем смотреть про гибель Курска. Ну, на мой взгляд, нормальное видео. Вы уже смотрите сами, да. Можете сказать, что я черт. Но я как-то давно смотрел, и там все достаточно толково. Вот, на ютубе вырублю, потому что мало ли, блядь, за права притянут будет пиздарец. В чат скинул ссылку на ВК-видео.